Ці душа в землі пропала, як огонь, згорів і стух. Ці яна по світі ходить, як туман. Одна і спокою не знаходить, і нікому не видна смерть, життя. Дивно все гэта. І на що жити? Каб сканать, смерть пришла, и песня спета, и приложена печать. И неужели нікуди світу жив на світі ти, тінєв, і стоїш ти, смутно позираєш, якби стратив нечто. А що? Сам не знаєш? Ой, божечки, да как ты не болел? Да как ты не начинала болеть 6-годового возраста в эту бярбозную листоту? Да эту всякую не потребших ножек ящик вашей ой. Это ж году до 15, пока не поступил в Неосвийскую наставницкую семинарию, а прошлый уж ничего не бачишь. Як же гэта така? Як же гэта така? Лісавік став лесу стовіковим голосом, ну, а не крижду осілок, носивши друг семинаристов на собі. Ой, ай, мамочки ж мої родные. Это ж за апошние 10 годов хворел на запаление легких аж 26 разов. Ой, а яны ж думали, что ты родишь и здоровый багат. Был жаворонком, встал рано, самую зимку зрабав снег. А зимы были снежные. А якое сьогодні число? День який? Помет коли? Гречка жаба. Голову поле. Жить-то звезено давно только плавают на воле куча хмар. Як окно. Дощик сіє без пристанку. Ветер свищет так, як зверь. Ветер свіже, так як звір. А кольки ложен, калакан. Грози. Грози тебе. А грози теперь. Сухий кран, а все повяло. Сладь. Плюхот. Холод, тьма. Скорей бы закрывала землю черную. Зима!
румяна белая пампушка, червоная сверху, соколная, я погоню, полая анис, горютки, проколёвы, килбасы, скрутки, як подкова, ништёган, сало и грудина смакуют, смаженый подсвинок, чистютки, свежие румяные, не вы понить, что на диваны. А на столе сковородища и скварки, править там игрища. Есть усяму на свете мир. Ёсць усяму на свеце мер, навошта гэта імкненне? Пустить у грунту свой корень? Дзе ж свеце край другі такі Где ж в свете играть другие такие знайсти? Где б могла б так поруч с меттем ложесть пышную взрасти? И где б в обруку сгалечи расцветал братец? И где б здоровье человечины смеялись? Я тут. Жила была хмарка. Жила була хмарка? Жила была хмарка. Жила
неустойны, сыры и нездоровы. Природа одностайная, понурая и бедная. Каля посады листковой Усюди гасконцыя багны, болоты. цягнуўся гожую падковы стары высокі лес цяністы. Народ грубый, темный и бедный, хилый и слабый физично. А верх осины круглолисты сплятаўся з хвоямі, з дубамі. Мова неправильная и непригожая. Там елки хмурыми крышами в высоком небе выделялись. Характер народу неустойный. Таемно с хвоями шептались. Крайняя грубость переходит в приниженную угодливость. Мой родный кут, эх ты мне милый. Бунтайство, бесхлопотность, косность, схильность до пьянства, дробных крадежов. Забыть тебе не маю силы. Вот характерные рысы белорусской народной массы. Ось характерная рыса белорусской народной массы. Одним словом, народ и краина Ось без минулого характерная рыса и без будущего. белорусской народной массы. Добрый день. Добрый день. Можу все гэты чиновники, все гэты наставники, высшая адукация, что выховывают людей нового поколения. Неужели они все святому лгуны и прохвост? Вітаю! Як могло здариться? Як могло здариться, что люди розумні, рефлексують на світ, славляють гриб, політичний лад, знаходять його в найліпшій формі громадського життя. Ой, добрый день. Хто ж? Добрий день. Найліпшій формі громадського життя, яку треба служити, виховувати, допомагати. Был Иванович двойник, А Иванович, вы двойник. але що? А трохи я привик до мислі, що я можу попастися, що я ушли. Я стала бояться. Наоборот, арешт часами ему здавался принадным. Не позбавлен це самої приємності. Откуль? За здоров'я. Я Бога. Злочин білетом! Злочин білетом! Злочин! Працювати у державних школах забороняється.
остается больше глубоко, остро, прочь земного нам весь полный рыска, весь солдозвание. 15 вересня 1908 года Віленська судова палата приговорила подсудного К.М. Мицкевича заключить в крепости на 3 года. Кострышнику прокурор Менского округового суда поведомляет прокурору Виленской судовой палаты, что ввиду отсутствия свободных мест в крепости, какое пришелственное дело, К.М. Мицкевич отбывает призначенный ему термин покарания в Менской тюрьме. 3 годы займел подсудным. Як би ксенза показання, так щирості. Слово «чары» в образ вечно юных весен, так есть усюди. Солнце, хмары, ты глядишь праз небо, просим, лашчешь слых мой слово зянье, отуляешь сердце лаской. Ночь и вечер, день світання, Поддерживайте жечение гноїне, учення, мовчання з усіх стіл і здатності жділ. Капіти без качені, ти треба ляжелістам приходить просто раж, і чинить рвашка в справним быть заложеністам. Питання, а на що комедує все это? Думаю, редактор подобрав.
педагог, У нещасний моїй музиковець Бог. Бог, Ви красавиці її бідної душі, нехай Бог Божу дарує їй красі. Ви красавиці її бідної Бог уже дарує і браки. Дима музик справа бідую біг, ась, і хоч трошки болі розуму біг. Ась, і хоч трошки болі розуму біг, трошки болі розуму біг, трошки болі розуму. Я нахуй не разумею, сказал Иванович, с любовью оглядевший краевед. У нас столько природства, столько богатых форм и фарб. Край наш, какие книги, такие разносторонние. А? Эй, мы что, не бачим? Чего не хочешь бачить? Об нашем крае заложился погляд, як об край бедного заняпала. А что ж такое наша Беларусь, а? Да это заходняя окраина России. А чем же Ярославля, а? Ай, весь Калтун, да болоты, все. Ми з гэтым згаджаємося, ми гэтым рваем наверх. Бо як ти сказав правду, над нами панує шаблон. Пустые выразы, чужие слова, чужезмест. Так, ми їдемо у Париж. Итак, мы едем в Париж, У Париж. в Париж, У Париж. в Париж, У Конгрес. на Всесветный конгресс. Святий Конгрес. Всесветный конгресс. Письменников, письменников, письменников. У оборот культури. У оборот культуры. У оборот. У оборот. У
городок. На месте неровный, закрытый богатыми пышными садами. Под ними звучно лежала сторонка мила и богата. Народ, видать, жил поновато, при нам все добрый и заможно. Максима в этом видать можно. По ветраках таких удумных и по обержах этих гумнах, по старосветских озеродах, по гарбузах, на огородах, по тытвью и по садочках, где хатки никли бы в вяночках. Ай, ты липы, те тополи, таких не бачили ніколи, развислый, толстый, соковитый, гомонять с небом. Погляди ты, Можно отлучить душой и сердцем. Вонь, дорога, меж присадок двух родов старых берез. И он счастлив был тут и рад, и он душой тут узрос. совершенно секретно. Совершенно секретно. Совершенно секретно. Совершенно секретно. Совершенно секретно. Совершенно секретно. Майор державной доспехи А. Насеткин. Секретарь ЦК КПБ товарищ Пономаренко лично. Об имеющихся компрометирующих материалах на членов Союза советских писателей СССР Мицкевич Константин Михайлович, беспартийный, народный поэт БССР, вице-президент Академии наук БССР, член правления Союза советских писателей СССР и БССР, крупнейший белорусский писатель. И он душой тут взрос. Поэт и прозаик. Один из лидеров нацдемовского движения в Беларуси, закадычный друг Янки Купала. Вместе редактируют белорусскую буржуазно-националистическую газету «Наша Нива». И он душой тут взрос. Принимают активное участие в создании так называемой нацдемовской организации в Беларуси. И он душой тут взрос. Является автором паспельных антисоветских стихотворений, открыто выступает против влияния русской культуры на белорусскую. И ладно, все то и старание, хоть ты об стену биться рад, опять найлепший аттестат. А виноватыми ни звания, ни похвала, ни признания. Спеваешь ты не в попад, не здолен ты попасть в жилу песни тон. Подряд взять на все 100%, нанять, так само ты не маешь силы, кому хилиться, одну хилу ты по нашим дён подать. За такие, братья, штуки умех садить, как ты знал. Вот стихах. Заголовье лист поэта М. Исаковского. Ставлю вас в известность о следующем факте. Среди полученных мною стихов было одно под названием «Полымя». Причем выяснилось, что «Полымя» — это контрреволюционная нацдемовская организация, которая была в свое время заключена. И этой организации Липунков посвящает стихи. В названном стихотворении голос сравнивает полымя с приветливым огоньком среди темной страшной ночи. Имея в виду тот смысл, даже тот объект, которому посвящено стихотворение, нельзя сделать иного вывода, как тот, что стихотворение полымя явно контрреволюционное, все, мол, кругом темно, страшно, мрачно и так далее, и светит только один приветливый огонек. И этот огонек полымя. То есть нацдемовская литературная организация. Во всяком случае, дело это, по-моему, требует расследования. И я прошу принять необходимые меры. 19 мая 1900
1937 года. М. Исаковский. Соколский? Ты ж приедешь на святкование моего 70-годового юбилея и будешь уславлять меня в доме литератора и от своего задушевного белорусского друга. Первый раз покаяться змусили еще в 1925 году. Потрібно було інше. Дед колгасник. Международный пролетарский день до 20-х годовины Костричника народом СССР. До выборов передвыборче Минскому горсовету Комсомольцам! Живоносяжному комсомолу! Из Прилича! Червоная армия! Парад маршал Ворошилову! Огонь за наших пионеров! Я самым твердым и категоричным чином адмяжоўваюся ад усяго, што праціўна духу савецкай улады і камуністычнай партыі, што я прырываю з нацыянал-дэмакратычнымі канцэпцыямі, калі яны яшчэ хоць падсвядома жывуць у маёй псіхіцы і сваёй дзейнасцю літаратурнага і грамадскага характару паспрабую апраўдаць тое высокае давер'е, якое аказвае мне партыя бальшавікоў і савецкая улада. Дык шчыльней жа
ад сцяг камуністычныя партыі. За выдатныя заслугі ў галіне мастацкай літаратуры узнагародзіць народнага паэта Беларускай Рэспублікі Якуба Коласа легкавой аўтамашыны. Мусіць, сам Бог на спакусы гэты край нам адзначаў. Наша друзья на Схіляюць все плямёны спорту сілою капшаць. Да богатого дороги не знаешь, завоевать. И велась кругом вильно, швед добытый наш воин. И москаль по всем машине над нами упорил. И вершаль капитали конь казацкий тут ступал. Помазу! У спеціальному вагу. Это І офіційно. И на наших становищах бились Польша и Литва, каб на гэтых пожарышах змацавалася Москва. колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыце? Невядомых, непазнаных, неапаканых нікім. Єш, хлопче, інші ради панству в замку слугувати. І терпіть. Зносіть їх зради. Тільки панський стол лізать. С тихими кроплями теплого дождя я захотел в тишину зразуметь таемность света. Назад не прийде хваль тая, що быстро речкою пливає. Не раз яна, зробившись паром, на крилях сонця дойде хмару, ти знов дождем на речку сить. Ніхто з границ своїх не вийде, законом житим написано. И такая всем бедным доля выпадает. 「 Прости свой круг,
волноваться и неведомыми остаться, и быть забытыми тут синей слояками и чужие. Пиши. Прошу зразуметь меня правильно, на вялікшым духовным багацці народа з'яўляецца яго мова. Я выгнаны сын ваш. Так, я бодяга, без ласки, без доли. Я колос, без нивы. И ты почуешь голос моей песни, и мысли твои прояснятся, и згинет тема, и гинет туманном свете солнца. Зайди в душу твою успокоение, любовь солнца затмень. Затмень, Затмень. Ён быў асуджаны выгнанне і на бясконцае блуканне паміж нябёсаў і зямлі. Наша цвет пановала. Поле жудостно молчало, и холодная тишине неприветно встречала тых, кто скрыженной душой смуток нес Сваю гору свои горы, и свет эту даль, как рассеять над просторы слезы горки дыжа, и у просторы меж крыжами гэту жаль узгадаваць. Вот он песня, слеза, людям зноў его отдать. Дары все пераиграли, Удары все проиграли, дальше света не пошли. удары все проиграли, дальше в свет яны пайшлі. А в душе яшчэ спявали зыкі дзіўныя, плылі, разрастались, далёка душу вады